Не только тут все перемешалось в этой войне, не было таких колеров белое и черное, бо и Свидригайло мел прихильников феодалов, католиков, а с другого боку и Жегемон мел у своих прихильников, раз несколько год там войны, имел у своих прихильников феодалов православных князей и бояр. Тому эта война такая вельми складана, и историки еще до этого часа спрачаются, что это была за война. Война религийная, война династичная, громадянская, альбо еще какая. Мы все бачим на свои очи. И час от часу я еще, может, буду комментовать, как зразуметь вам, как было зразумело, что отбывается. А пока что перед городом, перед Ашнянами такое мирное життя, вольно себе почувають местичи, гуляют, прогуливаются у околицах. Все, начинается. Все, начинается. Садитесь. Тем лечь на то, что сейчас говорю, амаль все вояки были загинули у Свидригайло. А и некоторые заставители, и некоторые отданные до самой смерти служили Свидригайло. И вот аккурат Жегемон тут сам пришел, рукопашно пришел до перемог соперника, прихильника Свидригайло, и сам один урывается в замок. Уже мясовое насельниство, а за им потихонечку, по криху подтягиваются его силы. И так это некая такая хитрость выманить была хитрость выманить вояров, и нам вот и удалась. Ну и вот перешло, да, реально поем. Прихильники Жегемона нападают и бьют. Все больше и больше вояров Свидригайло лежит опирается на земле. Сам Жегемон активно удельничал боевых денег, хотя уже в реальном такого не было. Конечно, вояров Свидригайло, первые военшерги, двигаются на штурм. Вот подносят штурмовые лестницы. Обочники, которые оборонцы Ашнянов, поднимаются на замковые стены и готовы оборонять город. Но, правда, их силы значно соступают представникам Киевстутовича, Жегемонта Киевстутовича. Вот одну лестницу обороняют, а по другой незауваженные вояри пролазят на стены замка. Можете убачить, что отбывается ночного и штурмовой роты, и по лестницах пролазят на стены замка. И татары то с одного, то с другого боку нападают и стреляют по оборонцам.
с трудом перенес. Что отбывается там у замку тяжкого рицаря, можно здогадаться. А там, что я сказал, сами пришли, а там тем часом обожние представники Свидригайлы трачивают свое життя, и я думаю, зараз і сам Свидригайло где-нибудь альбо буде схоплений, і після цього альбо одразу з замка зараз буде вибігати, і неким чорним ходом збігати. Ага, что я бачу? Там ось рихтують віселицю. Значить, відбувається наступним чином, що відбувається. У Очмінах, після того, як Жигімонт, сили Жигімонта упустили Свидригайлу. Свидригайло був вельми незадоволений своїми воярами, був роз'юшений, так сказати. І бояри Жигімонта боялися попасть под горячую руку. Жигімонт